для начала немного любопытной статистики. Ее привело агентство деловой информации «Рейтинги и новости» на базе опубликованных ежегодных документов Минфина и отчетности Росстата. Татарстан в труднейшем 2022 году направил в федеральный центр 1 триллион 260 миллиардов налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации. Наша республика – абсолютный лидер по этому показателю в Приволжском федеральном округе и в числе ведущих регионов-доноров России. Точнее говоря, мы в числе тех, кто кормит эту страну. Есть предмет для гордости, соотечественники, дорогие мои земляки. Хотя сами мы, честно говоря, живем не богато, но зато гордо. Для наглядности мы заплатили налогов в федеральный бюджет в 34 раза больше, чем Мариэл, в 22 раза больше, чем Мордовия, в 17 раз больше, чем Кировская область или Республика Чувашия, в 11 раз больше, чем Ульяновская область и в 3 раза больше, чем Башкортостан. Открою вам еще один немаловажный секрет. Сегодня быть регионом-донором невыгодно, потому что регионы, которые сами себя кормить не могут, живут вполне себе ничего, так как получают дотации из федеральной казны на выравнивание бюджетной обеспеченности. Красивая фраза, правда? Выравнивают, естественно, за счет тех, кто работает в поте лица. И вот десятка самых дотационных регионов России за 2022 год. Она, конечно, удивительная, и я сейчас объясню, почему. Дагестан – 80 миллиардов рублей дотаций в год. Республика Саха-Якутия – 56 миллиардов. Камчатский край – 44. Чеченская республика – 36. Алтайский край – 32. Ставропольский край – 26. Республика Бурятия – 24 миллиарда. Республика Крым – 22 миллиарда. Республика Тыва – 20 миллиардов. И замыкает десятку самых дотационных регионов, не поверите, Республика Башкортостан – почти 19 миллиардов. Ну, я могу понять Якутию, Камчатку, там экстремальные условия для жизни. Чечня и Дагестан тоже понятно. Это очень непростые регионы. Поддерживать их необходимо. Но как в этом списке оказался огромный по территории, богатейший по запасам природных ресурсов, с развитыми отраслями промышленности Башкортостан, не могу понять. Порылся в интернете и обнаружил, что наши соседи стали дотационным регионом в далеком 2016 году, еще при Хамитове. Просто повторю, я весьма удивлен и не пойму, как такое случилось. Но понял, за чей счет банкет. Это, конечно, не главное. Хочу повторить и присоединиться к словам депутата Госсовета Татарстана Марата Галеева, который справедливо считает, что российское законодательство, налоговая система никак не стимулирует регионы становиться донорами. И сложилась парадоксальная ситуация. Быть дотационным выгоднее. Как бы ты ни работал, гарантированный минимум ты всегда получишь. Справедливо отмечает Марат Гадыевич. И я с ним согласен на 1000%. Может, поэтому количество регионов-доноров в России невелико. Всего по разным подсчетам 19-20 из 89 субъектов Российской Федерации, включая 4 новых. Может быть, нас, кормильцев России, когда-нибудь поймут в федеральном центре и сделают так, чтобы быть регионом-донором станет очень выгодно. Мы этот вопрос, кстати, неоднократно поднимали. Что нам остается? Будем надеяться, что нас когда-нибудь услышат. И продолжать работать на благо всей нашей Родины. Мискан булмык безга келишмей.